Добрый день, уважаемые зрители! С вами снова Международный деловой совет. Мы продолжаем освещать экономические темы, проблемы бизнес-сообщества в информационно-аналитическом центре КАБАР каждый четверг. Сегодня наш разговор будет о том, как цифровые технологии влияют на развитие безналичных платежей в Кыргызстане. Участники нашей сегодняшней программы: Галина Кучерявая, директор по правовым вопросам ОСО SkyMobile, и Азамат Акинеев, экономический эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве Кыргызстана. Мы знаем, что в мире происходит четвертая индустриальная революция цифровых технологий и инноваций, которая заставляет пересмотреть принципы управления экономикой. Этот процесс затрагивает Кыргызстан, который стремится выстроить прозрачное государство с развитой экономикой. Программа цифровой трансформации «Тазаком» позволяет решить эту проблему в ближайшее время, как заявляют создатели этой программы. В связи с этим у меня первый вопрос вам, Галина. Как сотовые операторы видят свою роль в реализации программы «Тазаком»? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что мобильные операторы в своей деятельности они очень тесно внедряют новые продукты, связанные с цифровыми технологиями. В частности, наша компания сейчас как раз-таки находится на стадии трансформации и старается применить новые технологии, цифровые технологии в своей работе. Поскольку, как вы знаете, мобильная связь, она сейчас существенно снижает свои темпы. И, безусловно, все сейчас пользуются новыми приложениями для коммуникации между собой, голосовой коммуникации, СМС-коммуникации. Поэтому стандартная мобильная связь сейчас, к сожалению, находится в периоде стагнации. Поэтому мы говорим о том, что для того, чтобы по-прежнему продолжать хорошо работать, для того, чтобы генерировать выручку, для того, чтобы оплачивать налоги в бюджет, нам необходимо внедрять новые технологии. Спасибо. И мы свою роль видим в программе очень существенную, поскольку, как вы знаете, большинство новых технологий, новых продуктов идут через мобильные приложения. И, безусловно, те программы, которые сейчас планируется разрабатывать посредством оказания государственных услуг, безусловно, они будут оказываться через мобильные приложения в том числе. И как раз-таки наша связь, она может поддерживать наших абонентов, давать им возможность доступа к этим приложениям для того, чтобы быстро, оперативно получать услуги. И, конечно, мы бы хотели также говорить о том, чтобы была возможность производить платежи за государственные услуги, поскольку вот на недавно прошедшем инвестиционном совете руководитель государственной регистрационной службы, он сказал о том, что уже решена вопрос, один из внедренных уже проектов, это вопрос регистрации иностранных граждан при въезде в Кыргызскую республику. То есть онлайн-регистрация произведена, остается вопрос с оплатой госпошлины. Вот как раз таки мы считаем, что наша роль была бы очень важной, также и при произведении таких мелких платежей в государственный бюджет за оказанные государственные услуги. Спасибо. По данным международных исследований, подавляющее большинство банков и финансовых институтов сегодня инвестируют, либо планируют инвестировать в новые онлайн-финансовые технологии и мобильные платежные системы. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке 39% платежей осуществляется с помощью бесконтактных технологий. В Азии этот показатель составляет около 37%. При этом на долю мобильных платежей во всем мире в среднем приходится 18%. Галина, как происходит процесс внедрения цифровых технологий в систему безналичных платежей в Кыргызстане на данный момент? Ну, мне бы хотелось осветить два аспекта. Прежде всего, я как бывший банкир, который имеет 19-летний опыт работы в банковской системе, очень активно также участвовала в развитии безналичных платежей на стороне банковской системы. То есть вы прекрасно знаете, что считается до сих пор, что одним из новейших технологий это осуществление платежей посредством интернет-банкинга, посредством платежной карты. Также это может быть физическая платежная карта, это может быть виртуальная платежная карта. Но мне также хотелось бы сказать о том, что мы сейчас находимся на новом этапе развития, когда платежи могут производиться также через с баланса сим-карты, скажем так, с баланса абонента сотовой связи. Это было бы очень удобно и было бы очень оперативно, поскольку на сегодняшний день пенетрация банковских услуг
составляет порядка 18-19%. То есть мы говорим о том, что порядка 18% населения пользуются услугами банковской системы. В то время как пенетрация сотовой связи составляет порядка 120%. То есть более чем одна сим-карта на одного жителя Кыргызстана. И в этой связи мы говорим о том, что в случае, если бы была возможность у наших абонентов производить платежи, как это делается в ряде некоторых стран, производить платежи с баланса телефона за какие-то услуги, скажем, коммунальные услуги, государственные услуги, о которых мы уже сейчас говорили, то это как раз-таки было бы новым шагом в развитии безналичных платежей, которые бы существенно увеличили их объем. Спасибо. Принято считать, что во всем мире финансовый сектор достаточно консервативен. Тем не менее, широкое внедрение интернета во все сферы нашей жизни требует принципиальных действий и перемен, в том числе и в финансовом секторе. Азамат, как вы считаете, какие меры нужны для либерализации финансового рынка в Кыргызстане? Добрый день. Ну, я бы не сказал, что сейчас финансовый сектор, да, он настолько уж традиционен, да. Сейчас появляется очень много компаний, которые вот начинают, да, внедрять свои услуги, создаются банки, новые финансовые институты, они уже практически на границе, да, между инновационными компаниями и традиционными, да, финансовыми учреждениями. Но дело в том, что вот этот финансовый рынок, он изначально, вот чем он отличается от других секторов экономики, да, тем, что он находится под очень жестким регулированием, да, государства, в частности регулятора Национального банка. Я думаю, что это можно легко, да, объяснить, потому что если вот посмотрите на последние, да, мировые экономические кризисы, да, то практически все они начинались, да, с краха там, да, финансовой системы. Да. Даже вот этот последний кризис 2007 года мировой многие ассоциируют с крахом крупного американского банка, да, Lehman Brothers. Поэтому, конечно, вот в таких секторах внедрение, да, чего-то нового, да, оно сталкивается, да, с определенными трудностями, вызванными с тем, что сектор очень детально регулируется государством, которое стремится обеспечить безопасность финансовой системы и безопасность прежде всего вкладчиков. Да. Ну, в Кыргызстане, не знаю, здесь тема передачи у нас сегодня безналичные, да, платежи. Да. А так, конечно, вот мы все знаем, да, что финансовый рынок у нас, он, ну, в целом, да, он не играет, да, той функции, которую он должен играть, да, в экономике страны, да. Это своеобразный должен быть мультипликатор, да, который позволяет людям, да, предпринимателям получать, да, доступ, да, к финансовым ресурсам, людям безопасно хранить, да, свои средства. То есть это очень мощный инструмент развития, да, экономики. И в Кыргызстане на сегодняшний день, к сожалению, финансовый сектор, он не выполняет этих функций в полном объеме. Я думаю, что все мы прекрасно знаем, да, что у нас достаточно высокие, да, процентные ставки, да, жесткие условия, да, получения кредитов, ограниченный, да, какой-то перечень, да, услуг, предоставляемых банками. Ну, хотя он, конечно, развивается, да. Я думаю, что, в принципе, был хороший очень прогресс за последние 4-5 лет. Но, на мой взгляд, это прогресс, да, а нам нужен все-таки рывок. Я считаю, что нам нужен рывок, нам нужна революция в этой сфере. Вот сегодняшний вот вопрос, который мы обсуждаем, я думаю, что это один из инструментов, да, который позволит нам совершить такой рывок. Да. Спасибо. Недавно проблему сотовых операторов обсудили на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве Кыргызской Республики. Член комитета МДС по финансовому рынку Айнура Джумашева подняла вопрос доступа сотовых операторов к рынку розничных финансовых услуг. Галина, в чем проблема? Мне хотелось бы сказать, что на сегодняшний день та проблема, которая была поднята на инвестиционном совете, заключается в ограничении возможности доступа мобильных операторов к осуществлению платежных операций. То есть речь идет о ограничении, которое предусмотрено в нормативном документе, согласно которому мобильный оператор не может являться оператором платежной системы. В свою очередь, оператор платежной системы имел бы возможность оперировать электронными кошельками, производить платежи. Это то, как раз о чем я говорила, о том, чтобы можно было нашему абоненту проводить операции по оплате своих коммунальных платежей и так далее. То есть мы говорим о платежах,
которые, там, может быть, до 15 тысяч сомов по неперсонифицированным кошелькам. Конечно, это могут быть и персонифицированные кошельки, но в большинстве своем мы предполагаем, что это все-таки будут не крупные платежи, которые необходимо проводить для повседневной жизни. И как раз Айнура, являясь директором по правовым вопросам компании Альфа Телеком, Мегаком, она говорила о том, что для развития конкуренции было бы правильно, чтобы это ограничение было исключено. Ну, мне бы хотелось отметить тот факт, что мобильные операторы на самом деле имеют большую клиентскую базу. Безусловно, мы говорим о том, что то, что сейчас сказала Азамат, очень важно, что это был бы рывок. То есть в том случае, если бы это ограничение было снято, это был бы как раз рывок для развития безналичных платежей в Кыргызстане, потому что мы говорим, как пример, вот у нас есть электронный кошелек Эльсом, который развивается уже в течение наверное, примерно 3 лет и набирает своих абонентов. Но при этом мне хотелось бы сказать, что развитие идет очень медленно. Я не буду сейчас говорить, но я думаю, что где-то менее 100 тысяч кошельков открыто в Эльсоме, в то время как абонентами только нашей компании является порядка 3 миллионов. То есть мы говорим о том, что в том случае, если бы у нас была возможность стать оператором платежной системы, мы могли бы в один день открыть порядка 3 миллионов электронных кошельков, и все наши абоненты получили бы доступ к безналичным платежам. Чему бы это способствовало? Ну, безусловно, мы говорим, что все мы признаем, что, в общем-то, основная масса населения у нас является люди с нестабильным небольшим заработком и непостоянным доходом. Соответственно, и 60% населения проживают за пределами крупных населенных пунктов. Это в Аилах, в каких-то других небольших населенных пунктах, там, где нет банковских учреждений. И, соответственно, они лишены как раз доступа, лишены возможности доступа к банковским услугам. Мы говорим о том, что этому населению, этому сегменту населения была бы дана возможность производить операции со своего баланса, который бы был приравнен к электронному кошельку. И, соответственно, это способствовало бы существенному развитию безналичных платежей, выводу части денежной массы из тени и дополнительным налогом. То есть мы говорим о том, что все безналичные платежи, приравнивание электронных платежей посредством электронных денег, это могло бы дать дополнительные доходы в бюджет, поскольку это были бы официальные доходы компании при создании соответствующей экосистемы для возможности использования электронных денег и, соответственно, дополнительное отчисление в бюджет с этих платежей за оказанные услуги. Вот мы сейчас говорим об этом, о том, чтобы была возможность конкурировать на этом рынке и чтобы конкуренция была равная между всеми игроками, которые сегодня есть на рынке. Мы также обсуждали вопрос о том, что то ограничение почему-то установлено именно в отношении операторов мобильной связи, хотя есть другие лицензируемые виды деятельности, в отношении которых такое ограничение не установлено. Мы считаем, что было бы правильным это ограничение снять и создать равные условия для всех игроков. Я понимаю в какой-то мере, как бывший банкир, опасения Центрального банка, то есть озвученные риски, о которых они говорили, это риск того, что мы входим в финансовую систему, то есть операторы мобильной связи станут частью финансовой системы, будут регулироваться Центральным банком. Возникает вопрос двойного регулирования, двойного лицензирования, потому что, как вы знаете, операторы мобильной связи, они лицензируются и регулируются Государственным агентством связи. И тогда вставал вопрос также разграничения полномочий регулятора и лицензиара. Но на наш взгляд эти вопросы все решаются. Более того, мы даже предлагали варианты решения. То есть мы говорим о том, что те опасения Центрального банка, связанные с исполнением с нашей стороны требований перед нашими абонентами по внесенным на электронные кошельки денежным средствам, мы готовы гарантировать депозитом в коммерческом банке. Опасения банковского сектора, например, в том, что мы будем для них
конкурентами. Я тоже считаю, что это мое личное мнение, что мы не будем конкурировать. Вернее, мы, может быть, будем конкурировать, но несущественно, потому что на сегодняшний день, как я уже отмечала, банки, даже те, которые имитируют электронные деньги, которые открывают электронные кошельки, они очень медленно развиваются в этом направлении, именно потому что они не имеют своих отделений в каждом населенном пункте. И открывать отделение в населенном пункте, учитывая требования законодательства по созданию банковских учреждений, это очень затратно, это очень высокие операционные расходы. На мой взгляд, как раз-таки синергия между банковским сектором и сектором мобильной связи позволила бы нам сделать тот прорыв, о котором мы говорим, прорыв в развитии безналичных платежей. Тем более, что банки все равно остаются в этой схеме. В соответствии с законодательством банки являются эмитентами электронных денег, а мы бы являлись распространителями, скажем, этих электронных денег. Вот эта синергия дала бы очень хороший результат, на мой взгляд. Спасибо. Азамат, следующий вопрос вам. Законодательство Кыргызской Республики гарантирует свободу предпринимательской деятельности, также предусматривает и защиту, и поддержку. Вот как вы думаете, есть ли конкуренция на рынке безналичных платежей в Кыргызстане сегодня? В настоящий момент безналичные платежи, они уже давно декларируются, да, позиция, да, и правительства, и Национального банка, да, о том, что нужно увеличивать, да, количество безналичных платежей максимально, потому что это, во-первых, сокращение теневой экономики, сокращение расходов для бизнеса, для людей, даже вопросы безопасности, да, в какой-то области, да, решаются. Ну, естественно, что есть там небольшой рост, вот он идет. Если сейчас вот мы посмотрим на цифры, которые даются, да, что у нас где-то уже около 1 300 000 карт выпущено, да, банковских. Но, к сожалению, вот, как я уже сказал, да, что развитие, да, идет, но оно очень медленное. Да. Если вы посмотрите, например, вот на сегодняшний момент, да, то если вы посмотрите вот на объем, да, безналичных, да, вот вообще операций, да, то это практически на 100%, ну, свыше 90%, да, процентов, это просто, да, обналичивание, да, денег. То есть человек, он использует эту карточку, где-то вот он бюджетник, его заставили, да, ее взять, да, в зарплатном проекте. Сейчас пенсионеров, я знаю, переводят, да, на эти карты, да, но люди ими не пользуются, да. Хотя, честно говоря, это, конечно, очень удобно, да, но здесь уже, наверное, больше вопрос, вот, я думаю, привычки. Вы знаете, вот я захожу иногда вот в такой пример, да, в обычный, да, большой там супермаркет, да, я смотрю, люди, да, вот они подходят, достаточно много народу, они подходят к банкомату, снимают деньги наличными, да, потом идут и что-то покупают. Ну это же смешно, да. Он может с точно таким же успехом с этой карточки оплатить на кассе, да, через посттерминал, при этом получив, он не будет платить налог с продаж, здесь будет экономия. Потом практически у всех банков есть стимулирующие программы, да, для людей, которые платят картами, да. Но при всем при этом, как бы, достаточно есть еще много народу, ну в основном, конечно, более старшее, да, поколение, которые привыкли уже просто к наличным, да, расчетам. То есть здесь я считаю, что рынок безналичных платежей в Кыргызстане, вот вы спрашиваете, есть ли конкуренция, но она есть, да, то есть все банки работают, да, есть программы, вот мы освободили, когда были в правительстве, оборудование, да, возимое банковское, посттерминалы, банкоматы от НДС, да, то есть устанавливается в регионах, да. Даже вот правительство, оно принимало закон, да, вот не закон, постановление, да, в начале 2016 года о том, чтобы каждый предприниматель в определенных сферах имел посттерминал. Но при этом все равно развития такого нету. И в первую очередь это не только, да, вина, да, скажем так, банков, да. Я знаю, что много есть случаев, когда банк устанавливал в каком-нибудь магазине или в каком-нибудь центре, да, сервисном, посттерминал, да, и через какое-то время просто выяснялось, что там не проходит никаких операций. Ну, банк, естественно, он не может, да, себе позволить просто так, да, оборудование, да, чтобы стояло неиспользованное, он его изымает, да, передает там другой точке, да. То есть в целом, я думаю, проблема в том, что люди у нас пока что не пользуются, да, картами.
По многим причинам, конечно, основная причина это бедность в целом населения, ну и, наверное, менталитет, да, еще. То есть у нас все-таки люди еще очень сильно привыкли к бумажным деньгам. Спасибо. Современный сотовый оператор пытается строить свою деятельность так, чтобы их клиенту было очень легко пользоваться мобильным своим телефоном и оплачивать какие-то платежи с помощью мобильного телефона. Галина, как ваша компания строит, скажем, свою деятельность? Ну, как я уже отмечала, что тот основной вид деятельности, который всегда осуществляли мобильные операторы, это предоставление голосовой связи и СМС. Существенно этот бизнес снижается в связи с тем, что на рынке возникли новые виды коммуникаторов. Это так называемый OTT, это WhatsApp, Viber, это мессенджеры различные. Соответственно, мы, безусловно, для того, чтобы диверсифицировать свой бизнес, для того, чтобы поддерживать свой бизнес, чтобы развиваться в дальнейшем, мы сейчас рассматриваем различные виды новых услуг, которые мы можем оказывать. И даже с тем ограничением, про которое до этого я уже говорила, что мы не можем быть непосредственно операторами платежной системы, мы на сегодняшний день можем сотрудничать с банками в качестве агентов. И сейчас как раз-таки наша компания осуществляет реализацию проекта с одним из коммерческих банков, как пилотного. Мы разрабатываем новый продукт, посредством которого наши абоненты могли бы переводить свои денежные средства с баланса на электронный кошелек. В последующем, естественно, с этого электронного кошелька они могут делать платежи. То есть сама система оплаты, она будет построена таким образом, чтобы абоненту было удобно это производить. И мы надеемся, что это даст как раз-таки существенный толчок. Учитывая это ограничение, конечно, мы ведем переговоры с Нацбанком, убеждаем, что, на наш взгляд, мы достаточно мобильные операторы. Это крупные компании, имеющие большие активы, обслуживающие большие, стратегически важные объекты, которые обслуживают большую существенную часть населения, практически 3 оператора на сегодняшний день. Мы обслуживаем все население. Да, и мы говорим, когда человек выходит из дома, он может забыть кошелек, он может забыть ключи, он может забыть права, но он никогда не забудет сотовый телефон. Соответственно, в любом месте, в котором он находится, ему будет доступно и очень удобно производить платежи. Поэтому вот на сегодняшнем этапе мы уже ведем работу по сотрудничеству с банком, по переводу денежных средств на электронный кошелек, с которого потом можно будет осуществлять оплату за различные услуги. Интересно, то есть в скором времени я смогу с помощью своего мобильного телефона оплачивать и коммунальные услуги, получается? Вы будете, да, это будет через мобильное приложение, вы будете оплачивать с электронного кошелька коммерческого банка, но мы будем, будет перевод ваших средств на электронный кошелек с вашего баланса. Если вы являетесь абонентом компании SkyMobile, торговой марки Билайн, то вы сможете это сделать в будущем времени. Интересно. Азамат, понятно, что что для предоставления банковских услуг необходима лицензия, банковская лицензия. И в чем, возможно, будут заключаться риски получения лицензии, скажем? Ну, вы знаете, вот здесь, может быть, давайте я проясню, да, вначале, что есть банковская лицензия, это одно, да, это лицензия, которую получают банки, да. Там она регулирует очень, да, много вопросов. Вот. А то, о чем мы сейчас говорим, это называется оператор платежных систем. Это отдельная лицензия. Там не такие, конечно, жесткие требования, да, то есть как банкам, да, но там это тоже регулируется, да, Национальным банком. И сейчас вот в настоящее время на рынке у нас в Кыргызстане существует 2 вида, да. Предприниматели — это, во-первых, финансовые учреждения, во-вторых, это операторы платежных систем, да, которые получают эту лицензию у Нацбанка и которые осуществляют, да, то есть осуществляют прием, да, платежей там, у населения. И вот именно вот об этом вот говорится, о том, что в настоящий момент, согласно требованиям Национального банка, сотовые операторы не могут напрямую получать эту лицензию. То есть они должны открывать какую-то другую, да, компанию, называть ее оператором платежной системы, да, ну или банком, я не знаю, да, если они хотят заниматься банковской деятельностью также. И потом уже идти в Нацбанк, да, и получать, да, эту лицензию.
То есть вот, на сегодняшняя ситуация такая. То есть мы сейчас говорим о лицензии для оператора платежности. На заседании Инвестсовета вот премьер-министр подчеркнул следующее, что разрешение сотовым операторам заниматься розничными финансовыми услугами без юридического отдельного, да, без создания отдельного юрлица создаст на рынке, скажем так, неравные условия конкуренции. Вы можете пояснить вот эту ситуацию? Да, и, ну, во-первых, я хотел сказать, почему, да, мы этот вопрос вынесли на наш совет. Это вот такая площадка, где мы уже в течение 10 лет, да, рассматриваем важные вопросы бизнеса, да, председателем является премьер-министр, да. Туда выносятся именно вот такие вопросы, немножко вот, по которым есть разные позиции, да, потому что если где-то все согласны, да, то какой смысл, да, обсуждать. Здесь вот на этом, по этому вопросу есть разные мнения, не только со стороны госорганов, например, Нацбанк, да, в целом, как бы, поддерживает позицию финансовых учреждений, Министерства экономики, Госагентства, сейчас называется Госкомитет информационных технологий. Они за то, чтобы мобильных операторов пустить туда. То, что сказал премьер, ну да, есть такая вот проблема, к нам обращались операторы платежных систем, они говорят, что в этом случае будет неравная, да, конкуренция. Они говорят о том, что сейчас, как их регулирует Нацбанк, они имеют право заниматься только этой деятельностью. Плюс они могут заниматься какой-то деятельностью, но сопутствующей, да. То есть, например, они не могут, да, там, не знаю, там, открыть магазин, да, там, продавать там, сельхозпродукцию, да, там, или там не могут какие-то там спортивные, да, сооружения. То есть есть, в принципе, такие ограничения, и они говорят, почему нас вот так ограничивает, да, Нацбанк, а кто-то зайдет и будет заниматься там двумя видами деятельности, да, ну, скажем, предоставлением сотовых услуг, да, и предоставлением вот операций на рынке розничных финансовых услуг. Ну, вы знаете, в принципе, здесь есть определенный резон, я думаю, что здесь мы всегда, да, выступаем за равную, да, конкуренцию. Да? То есть, если, например, есть вопрос потом, чтобы разрешить им, да, тоже, да, чем-то заниматься, да, другой деятельностью, но при этом, да, регулировать, да, чтобы Нацбанк регулировал только ту часть их деятельности, которая относится, да, к рынку платежных систем, в принципе, я здесь не вижу, да, таких каких-то больших проблем. То есть я считаю, что в любом случае всегда все должны быть в равных условиях. Спасибо. И мой последний вопрос обоим участникам. Есть мнение, что на рынке розничных финансовых услуг банки и сотовые операторы становятся прямыми конкурентами. Вот ваш комментарий, пожалуйста. Ну, вы знаете, да, я здесь тогда скажу, да, откровенно, да, свое мнение, да, естественно, что будет конкуренция. Будет конкуренция. Если вы посмотрите, да, вот на международный, да, опыт, в принципе, страны, где очень хорошо развита банковская система, Европа, да, США, да, где у всех людей есть, да, банковские карты, где во всех магазинах их принимают, вообще, да, там, конечно, никто, да, мало кто пользуется, да, телефоном, да, своим балансом, да, для осуществления платежей, да. В свою очередь, в странах, где эта услуга очень хорошо развита, там некоторые страны Азии, Африки, развивающиеся, да, там, как правило, слабый банковский сектор, да. То есть, ну вот, я же говорю, здесь мы должны же смотреть в первую очередь, исходя из интересов страны, да, из интересов большинства, да. Ну, так получилось объективно, что Кыргызстан неразвитое государство. То есть, ну, что здесь поделаешь, да, здесь это мы не можем, да, поменять. Нам нужно очень быстро, да, вводить, ну, безналичные платежи, да, сокращать теневую экономику, модернизироваться. И, естественно, по какому пути, да, нам легче пойти, да? Я думаю все-таки, что нам нужно пойти по пути, по которому пошли страны, которые похожи на нас, да? Либо, ну, чем, например, пытаться, да, развить быстрыми очень темпами, да, финансовый сектор до уровня, до развитых стран, что, на мой взгляд, конечно, мало реально, да, невозможно. Спасибо. Я полностью поддерживаю, хотя мы должны оппонировать в этом сегодня, но я очень рада, что у нас мнения сходятся, потому что, я могу сказать, у нас сейчас на рынке работает 25 банков. Для нашей маленькой страны, достаточно скромной экономики, это достаточно высокая конкуренция. Несмотря на то, что 25 банков осуществляют свою деятельность, плюс у нас есть множество микрокредитных компаний, микрофинансовых компаний и так далее, тем не
не менее рынок безналичных платежей, он развивается очень медленными темпами. И вот то, что говорил Азамат, например, о требовании 2016 года об установке посттерминалов, я сама была одним из авторов этого постановления еще за несколько лет до этого, когда мы как раз-таки говорили, что нужно выводить какие-то административное регулирование для того, чтобы как-то сдвинуть с места развития безналичных платежей. Но здесь не вина ни банков, ни Центрального банка. Все эти субъекты, они прикладывают все необходимые усилия для того, чтобы развивать. Те изменения в налоговый кодекс тоже были написаны по инициативе Демирбанка, как раз когда я там работала, и проект закона, в общем-то, участвовала в его разработке. То есть банковский сектор прикладывает все возможные усилия для того, чтобы развивать. Но мы говорим, то, о чем сказал сейчас Азамат, что есть объективная реальность. Объективная реальность — это наша развивающаяся экономика с достаточно большой, высокой долей теневой экономики. И нам невозможно стремиться к тем странам, сейчас к развитым европейским странам, там, Америке, где пенетрация банковских счетов очень высокая. Соответственно, нам необходимо использовать те инструменты, которые подходят к нашей ситуации, к нашей экономической ситуации. И этим инструментом, на наш взгляд, является как раз-таки возможность осуществления безналичных платежей с баланса сотового телефона. И мы готовы, как мобильный оператор, находиться под регулированием Центрального банка. Мы готовы осуществлять, обеспечивать вопросы безопасности. Мы используем очень дорогостоящее, защищенное оборудование, софт. Вот если вкратце, я понимаю, наверное, у нас уже время выходит, но я буквально быстро скажу, что сейчас, например, вирус, да, который запустили несколько дней назад, он, как называется, Петя, да, он поразил, вы знаете, он поразил банки в более 20 стран, он поразил заправочные станции, он поразил ATM и посттерминалы. Но ни один мобильный оператор не остановил свою работу. То есть это говорит о том, что мы используем очень дорогостоящую биллинговую систему, которая используют другие мобильные операторы, обслуживающие там, сотни миллионов абонентов. То есть мы говорим о высоком уровне защищенности и информации, потому что это все-таки конституционное право, право на тайну переговоров и так далее. Соответственно, мы можем гарантировать в том числе и вопросы безопасности. И на наш взгляд, это было как раз тем прорывом, который нужен сейчас государству, и одним из хороших инструментов для развития программы «Это закон». Спасибо участникам за интересную дискуссию. Спасибо. Уважаемые зрители, к сожалению, наше время подходит к концу. Увидимся в следующий четверг. До Спасибо. свидания. До свидания.